не было никакой задачи. Есть человек, нам нужно там посадить ему на голову шапку. В группу в Контике написал, типа, чел с Казани: о, а как купить? Я такой: о, прикольно, а как доставить? Это было в обед, я такой: так, пойду-ка я схожу на почту и узнаю, как это делается. Но у нас не получилось. Там так немножко вообще без проблем. Человек писал, что за фигню вы мне продали, как это носить. Кто такой Коля Шуев, чем он занимается, чем он интересен. А я не знаю, кто бы мне ответил на этот вопрос. Андагала. Раз, два, три. Раз, два, три. Пишет. Раз, два, три. Раз, два. Раз. Звук есть. Все. Главное же так не делать, да? Да. Не плюс. Ну, если начал, то уже нужно какой-нибудь биток выдать. Ладно. Не уверен, что это будет хорошо, но окей. Салам. Ну что, вот мы и начинаем второй сезон подкаста «Антакала», где знакомимся с людьми, делающими интересные проекты в регионах. Меня зовут Анастасия Сайкова, и сегодня у нас очень интересный гость. Это Коля Шуев. Он придумал проект «Кусто», который вяжут шапки в Чебоксарах, но и не только шапки, вообще много чего еще. Сегодня, наверное, узнаем. Коля, салам. Привет, Настя. Спасибо, что нашел время к нам прийти и согласился вообще поговорить про ваш бизнес и, наверное, что-нибудь еще про тебя разузнаем. Вчера с друзьями мы обсуждали самые экспортируемые товары из Чебоксар. Вот. На первом месте мы единогласно решили, что это конфета Аконт, которую можно найти везде, даже в Китае. А на втором мы решили, что это шапки Кусто. Правда? Я думаю, что букет чуваши бы с вами поспорил. Ну в этом нет, вопросе. я вот живу в Москве, и мне кажется, шапки Кусто вижу гораздо чаще, чем букет чуваши. Его надо еще поискать там в магазинах. Но в любом случае спасибо, да. И я рада, что могу лично сказать, что мне, например, очень приятно, поскольку знаю, что Кусто вяжут в Чебоксарах, а я часто езжу по всяким малым городам, по городам России, вот, и везде всегда, не знаю, встречаю одного, двух, а может быть даже несколько людей в этих шапках. И всегда так радуюсь, такая думаю: господи, вот частичка чуваши, это прям очень круто. Скажи. Скажу. Что сказать? Как так получилось? Как так вы заполонили все головы? Ну, не все, конечно, но большое количество голов в России и не только. И Я в думаю, мире. тут наложилось несколько факторов. Наверное, появление социальных сетей. Мы начинали в 2012 году. Был такой тренд восходящий на то, что появились соцсети, и дистрибьюция информации стала безумно легкой и, наверное, можно сказать, дешевой в том плане, то, что это не стоит больших усилий, как финансовых, так и просто временных. Еще второй вот мощный тренд был — это интерес к местным маркам, к местным брендам, к местным производствам, вот, к чему-то локальному. И вот эти два тренда, мне кажется, совпали, очень сильно друг друга подпитывали. Вот, и я думаю, что, наверное, одна из причин успеха вот именно в этом. Ну, вот сейчас ретроспективно видно то, что у людей появилась возможность покупать не то, что доступно, а то, что хочется, да, и со временем у какой-то прослойки, у какой-то части людей это вылилось в то, что хочется покупать что-то местное, домашнее, условно скажем так. С привязкой к чему-то, с Ну, каким-то эмоциям. каким-то, да, к дополнительным каким-то эмоциональным и, там, не знаю, и эмоциональной смысловой нагрузкой, вот. Хорошо. А почему именно шапки? Как ты вообще пришел к тому, что ты решил: все, будем вязать шапки? Это было простое, на самом деле, решение. Я в то время работал в интернет-магазине, руководил отделом рекламы, и там одна из таких топ-вещей, которые я делал, были закупки. А работа в диджитал-рекламе — это как бы цифры на экране. Ты ничего не трогаешь в руках, условно. Вот, и появилась идея, что что-то хочется делать руками. Шапки, потому что, наверное, это легко делать относительно. А я вот когда про это думала, я думала, что ты же скейтер, может быть, это такое был атрибут скейтера, поэтому такой сразу: давайте шапки, нет? Я думаю, что это недалеко от истины, но вот не было такого: нам нужны шапки. Нет, конечно. И это не требует, наверное, больших там вливаний финансовых? Нет, это совершенно не требует. Мы купили ручной станок и пробовали делать на нем. Ну, то есть стартануть для этого там хватило. У меня просто мама вязальщица по образованию, она там работала в ДОМОД когда-то в советское время, и у нас до сих пор дома стоит эта машина, которая просто стоит как какой-то символ. Я не знаю, она какая-то советская. Она вот такая большая. Ну, она, то есть, крепляется к столу. Да, к столу. И они так жух-шух Вот делаешь. такой мы примерно купили со знакомой и начали его делать. Почему я про нее вспомнила и про то, что это достаточно доступно, потому что как раз вот там в 90-е, в 2000-е, когда нужна была подработка, мама иногда что-то вязала, вот тоже какой-то заказ получала, и там какие-то шарфики, свитера.
Ну, я Мгм. думаю, что очень много людей этим занимались, и очень многих людей ставить эти машинки. И более того, наверное, многие еще уже после, там, не знаю, нулевых Мгм. покупали эти машинки бытовые, китайские. А вот когда вы начинали там вязать первые шапки со знакомой на этой машине, вы вообще думали, что это может к каким-то большим оборотам прийти? Задумывались об этом? Или это больше был какой-то фан? Ну, это был такой фан, на самом деле. Мы с Настей купили эту машинку. Ну, я не знаю, что за Настя. Настя Никишина — это Мгм. человек, с которым мы начинали как бы проект. Не было никакой цели куда-то там прийти. Окей, давай попробуем и посмотрим, что получится. Нет, Сейчас, например, очень идеи много не молодых было. ребят, которые что-то начинают делать, они сразу какой-то такой бизнес-план вперед, уже какую-то империю видят. Слушай, нет, тут вообще на самом деле не было никакого бизнес-плана, и это не был как на самом деле как бизнес-проект. Это скорее была такая история, типа, окей, у меня была хорошая работа, оставались какие-то деньги. То есть можно было там за 3-4 месяца отложить и купить этот станок, да. Мгм. То есть ни в чем себе не отказывая. Вот. Это была скорее идея, получится, не получится. И не было никакого давления в этом плане. Ну, давление появилось потом, когда уже стало понятно, что эта штука может расти. Масштабироваться. Плохое слово масштабироваться. Она может расти изнутри сама. Ей Мгм. только нужно помочь. Хорошо, давай до этого дойдем, а мне просто очень интересно. Вот 2012 год, вы начали взять эти шапки, да? Но они просто, допустим, в моем инфополе как-то резко появились на там большой группе людей, скажем так, инфлюенсеров Чебоксар, которые как-то где-то мелькали, что-то делали. Например, там Лиана начала носить, которая Strawberry делала на Hubspace. На ком еще заметила? Какие-то другие блогеры, вот. Как это, вы просто им раздали шапки или что это вот было? Это как-то естественно произошло. Отвязали первую коллекцию, и я просто раздал друзьям. Так уж получилось, друзья — это сноубордисты, скейтбордисты, которые стали сами распространять. Не было никакой задачи. Есть человек, нам нужно там посадить ему на голову шапку. Окей, смотри, вот вы там навязали, подарили друзьям, а как потом пошло? Вот вам стали поступать какие-то заказы. Как вы почувствовали, что нужно больше шапок? Давай, сейчас попробую вспомнить. Я помню, что сидел в офисе. Офис не связанный Мгм. с Кусто Найм. шапкой. Да, да. Мы были небольшим отделом маркетинга и рекламы Мгм. одного крупного интернет-магазина, который как бы территориально находится в Москве. Я не помню прям супер первые заказы, ну, которые вот здесь, в Чебоксарам, но я помню то, что в группу в Контике написал, типа, чел с Казани: «О, а как купить?» Я такой: «О, прикольно, а как доставить?» Это было в обед, я такой: так, пойду-ка я схожу на почту и узнаю, как это делается. Ну, то есть, Как вот вы почувствовали, что есть спрос, и поняли, что нужно взять больше шапок? ну, вот как-то так. Какие-то люди по рознице начали спрашивать, да, там. Мгм. Потом подключились магазины. То есть мы никого не искали, просто в группу начали писать люди: «Йоу, у нас, типа, там магазин, мы Мгм. хотели бы продавать, есть ли у вас прайс?» По Вот сарафанному так. радио? Сейчас сложно восстановить все эти события, цепочки. Какую-то рекламу мы делали, да, снимали какие-то лукбуки, все это как-то распространялось. Ну, Уже насколько я пришли. помню, у вас вот ВКонтакте группа, про сайт не могу сказать точно, но, по-моему, тоже была такая оформлена как раз фотография Волги, баржи, да, вот это Мгм, вот мгм. шапки сняты на Да, это в порту, да. вас самих, по-моему, да, и на твоих Да, да. друзьях, наверное, где-то в Чебоксарском порту, и сразу там была приписка, что мы шьем шапки в городе на Волге. Вот это Вяжем. прям... Да, я все хочу их сшить, видимо, мне покоя не Ну, дает какое-то справедливости мастерство ради, швейное. ради нужно сказать, что там было пару моделей, которые собирались. Ну, то есть краились, Ага. уже было куплено, ну, покупалось полотно. У вас же сразу было несколько видов шапок, или нет? Вы как-то их Ну, условно, там было выискивали две размер? модели. Мгм. Стандартный размер и укороченный. И еще была такая вот как раз тканевая, легкая. Ну, условно говоря, их было 3 на старте. А мне кажется, у меня была вот как раз, я покупала тогда именно, возможно, ту, которую вы краили и сшили из такой легкой Да, 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 да. трикотажной ткани, но я Мгм. потеряла в Афимоле, по-моему, очень расстроилась. Тогда еще была Слушай, студенткой. про потерять — это как бы очень популярная история. Но для меня, кстати, появление шапки Кусто был небольшим бунтом, потому что вот я говорю, что мне мама вяжет, и у меня все шапки всегда были связаны ею. Самых разных объемов, материалов. Они всегда были максимально теплые, потому что мама вяжет только из шерсти. Мгм. Всегда они сочетались с каким-то там casual стилем, они всегда выделялись. Вот. И потом я такая думаю: боже, я хочу простую шапку, которую можно одеть совсем и выглядеть как все, такой модной, стильной девчонкой. Вот, может быть, и в этом какой-то был секрет вашего успеха, я тут думаю. Может быть. Окей, давай тогда так, подойдем к позиционированию и к тому, что вот вы сразу, это как-то ты решил, ваша команда решила, что вы такую создаете вокруг бренда историю, привязываете к Чебоксарам, к городу, к людям, или само собой так вышло? Нет, это было осознанное решение.
То, что желание было отметить Чебоксары на карте как какую-то локацию. Это было прям осознанное решение, вокруг которого я все выстраивал. Ну, то, что ты называешь позиционированием. Да. На серьезных щах. Окей. Но мне кажется, что у вас такой серьезный бренд, ну, поэтому я такая... Очень серьезно. Ну, в каждом городе я хожу по улицам, и вот идет человек в шапке кусту. Ну, это же серьезно. По-серьезному и по-крупному. Уф. А почему? Почему Чебоксары так для тебя важны? Вот такой вот вопрос. Я вырос здесь Ага. и очень люблю город. И вернулся после учебы в Москве сюда. И вот у меня вот как бы с этого момента началась какая-то другая отсечка в жизни. Вот другой этап. Ну, это, кстати же, очень редко кто возвращается после университета, после московского, там, столичного университета обратно в Чебоксары. Ну, наверное, редко, да. Наверное, тут я с тобой соглашусь. Среди моих знакомых никто так не делал. Ну, вот у меня тоже среди одноклассников все рвались, и кто уехал, прям делали все, чтобы там остаться. А что тебя так побудило вернуться? Наверное, то, что я не почувствовал Москву как, не знаю, своим городом. Угу. Вот. Не то, чтобы мне там было там плохо, да, или там не нравилось что-то, как прям бесило в Москве. Нет, скорее просто здесь нравилось больше. Опять-таки, да, вот эта история с интернетом. В какой-то момент ты понимаешь, что не обязательно жить там, не знаю, рядом с работой, да, а то, что ты можешь, условно говоря, пользоваться всеми преимуществами маленького города, получать все бенефиты, быть на связи со всем окружающим миром. Тут нет границ. Но смотри, мне кажется, вот многие могут сделать там сайт красивый, да, там сделать группу ВКонтакте, а как все-таки ее раскрутить? Тебе пригодились твои какие-то вот эти маркетологические навыки? Ведь что-то, наверное, ты делал, какой-нибудь, может, таргет или что? Наверное, что-то я, может быть, и делал, но точно это было немного, и не уверен, что вообще что-либо делал, если честно. Потому что вот этого всего хватало на основной работе, вот, а тут хотелось как-то по-другому действовать. Ага. Вот. Наверняка мы что-то, какую-то рекламу запускали, то есть таргет какой-то, да, 100% был, но самое важное, что получилось сделать, это выстроить комьюнити вокруг бренда. Вот это был самый, наверное, важный элемент во всей этой цепочке. А как это? Вот твои друзья в Это основном? друзья друзей, то есть, какое-то общение с покупателями, не просто там сервис, да, а вот именно какое-то чуть больше в этом плане. Опять-таки, людям хотелось делиться. А у вас сразу была эта концепция, что вы там в соцсетях показываете ваших покупателей в шапках с путешествий, вот это вот все, как и сейчас? Я не думаю, что ты можешь сказать, что это сразу была концепция, просто в какой-то момент стало понятно, что это классно, что это нравится нам, кто этим занимается, да, и покупателям, и это какой-то диалог. Я думаю, это как-то органически выросло. То, что сейчас все там стараются делать user generation content, у вас он был как-то сразу... Условно, да, если мы говорим в терминологии, то UGC — это вот история, которая, достаточно быстро стало понятно то, что это классно и это интересно всем сторонам, всем участвующим. Вчера тоже я делала небольшой вопрос про такой Коля Шуев, чем он занимается, чем он интересен, там, может быть, что-то мне расскажете. Мало, конечно, мне чего рассказали, но было такое понятие self-made man или хойне хойтун щин. Вот. Что-то такое как раз-таки создал продукт, получается, грубо говоря, без каких-то, не знаю, помощи, вливаний, грантов, чего-то еще, вот просто... Но я бы тут не согласился, наверное, с тобой про помощь, потому что, на самом деле, помимо людей, которые непосредственно занимаются операционной деятельностью, да, есть очень большое ядро людей, которые помогали в самом начале, и зачастую это были друзья. Я понял, что так как это хобби, и я не хочу работать с людьми, которые мне не нравятся. Это должно приносить удовольствие. И так получилось, что там, не знаю, фотографы, модели, это все друзья, и это, на самом деле, очень большая помощь. То есть я думаю, что без этого у меня бы не получилось. Если бы у меня не было столько друзей в разных областях, то, этого бы просто не произошло. Правда, синергия какая-то получается, комьюнити вот этих комьюнити, да, конечно. Что получилось сделать, это просто организовать это. Вот. Использовать по полной. Творческих людей. Да. Ну смотри, тогда так вот. А это все были какие-то вот друзья из скейтерского комьюнити? По большей части, да. Скейтбординг сильно сформировал вот круг общения, как в Чебоксарах, так и в целом, там, не знаю, в России, в мире, то да.
Для меня всегда загадка вот это вот какая-то супер дружественность скейтеров. Вот мы как раз с Кириллом Коробковым, которого мы оба знаем с Колей, ездили. Я ездила с ними, по-моему, в Саранск. Нет, в Ульяновск мы ездили. И вот мы только приехали в Ульяновск, Кирилл там написал в чат каким-то знакомым скейтерам, что он приехал в Ульяновск. И тут же просто за полчаса ребята там с досками приехали к какому-то памятнику, чтобы там покататься, встретить Кирилла. И я на это смотрю, думаю, офигеть, они там бросили дела, там все с работы сорвались и приехали вот поддержать. Вот как это работает, что это? Мне как бы так интересно. Какая такая магия связывает скейтеров? Вообще интересно. И я думаю, что шлейф нулевых, когда не было так много скейтеров, и все друг друга знали, общались на уровне городов, стран. Такая ситуация будет не только в Саранске. Если, там, не знаю, приедешь в какую-нибудь небольшую деревню, городок в Бразилии, например, или там, не знаю, где угодно. Всегда можно через кого-то найти там скейтеров, которые как минимум что-то посоветуют, а как максимум найдут жилье и покатаются вместе с тобой. Какая-то философия такая Да не нет, прописанная. это просто это работает на уровне личных знакомств. Просто люди как бы горят этим. Ну, людям интересно, это естественный интерес, и когда у тебя что-то есть, какой-то интерес естественный, он выливается в то, что ты смотришь, следишь и там узнаешь людей, начинаешь общаться и так далее. Ну и плюс Кирилл как бы тоже нужно отметить, что это достаточно уникальный в этом плане человек, в плане социального списка контактов, которые у него есть в голове. А вы же делали даже, по-моему, вот в рамках Кусто, если от шапок отойти, футболки специальные, посвященные, вот там была Кириллу, это была серия футболок с скейтером посвященная, Да, или да. просто каким-то классным Это ребятам? просто нашим друзьям. Бренда. Да, друзьям бренда. И Кирилл, там был еще Максим Крутовой, Леша Борисов и девочка Аня, которую я лично не знаю, но у нее, просто крутейшая история. Она морской биолог, вот, и у нее супер интересный блог. Она описывает свои экспедиции, и она и была 4-м героем. Хорошо, а вот в какой момент, может быть, там как-то шапки раскупались, это все было, это стало каким-то максимально большим по спросу? Не было такого, что ты почувствовал, что вот все, сейчас прям максимально большой спрос, а у нас не так много шапок, нужно как-то расширяться, что-то такое? Мы все время были в нехватке, то, что мы понимали, что мы можем больше продавать и так далее, но просто были ограничения, связанные с производством. То есть мы пытались сначала делать сами, потом размещали заказ на производстве. Вот. И это не было критично, но это всегда было где-то рядом. Как вы придумываете вообще новые модели, запускаете? Ой, это несложно придумать шапку. Просто есть представление, что хочешь получить, вот, и отталкиваешься от этого. Сейчас будет такой банальный, может быть, вопрос, и я думаю, что тебя все им достают. Я, кажется, понимаю, о чем ты. Как ты думаешь, какой? Я расскажу. Наверное, ты помнишь, воскресенье, Да, я смотрела, 9 утра, да. или там 8 с чем-то. Подводная Одиссея Жака Кусто. Вот. И это как бы аллюзия, отсылка к истории про исследования, про приключения. Вот ты представь себе ребенком, ты смотришь просто какой-то там безумно красивый мир, там. У тебя есть только 3 канала, которые работают, Да, там постоянно да. мультики, и вот здесь просто человек плавает на корабле. И Делает какие-то безумные штуки, зачем-то погружаются на дно океана, там, или... Причем он в возрасте, он как твой дедушка выглядит, и такой активный. Тут скорее как бы в целом, да, люди занимаются какой-то странной штукой, и это так круто, и это так классно, и причем, и это реально расширяет границы понимания, твоего понимания, какой мир есть. Вот, и Кусто — это отсылка, разумеется, к Жаку Кусто. Я знаю, что ты как-то связывался с родственниками, да, Жака Кусто, и даже, по-моему, договорился с ним юридически, что они не возражают, нет? Нет, это не так. У нас были попытки связаться с фондом, но у нас не получилось. Здесь самое для меня важное, что вы сами ищете контакта и хотите это все урегулировать. Не так, что... У нас, условно говоря, с точки зрения, если мы берем на плоскость закона, да, то у нас нет пересечений никаких. Да, потому что пишется по-разному. Да, то есть мы не используем ни образ, ничего такого, да, то есть... Этическое. Но просто вот было бы круто закончить, наладить какой-то контакт, и это было бы классно. Классный кейс. Мне очень хочется сказать, конечно, будет такое позерство, что если у кого-то есть контакты семьи Жака Кусто, пишите в комментариях. Но в целом, а вдруг мир иногда удивляет, кто знает. Согласен. Так. Но красная шапка была первой моделью, да? Красная шапка не была моделью. Красная шапка была одним из цветов, да, в линейке. Там, по-моему, 8 цветов у нас первая
первое, то, что мы сделали. Но Ну, она по-другому выглядит. По популярности. Популярности, да, красный, наверное, самый популярный. И такой фотографичный, фотогеничный. Думаю, да. Хорошо. А ты сам заядлый путешественник. Это тоже вот эта вот подводная Одиссея тебя вдохновила на путешествие? Ну, слушай, я бы не стал называть себя заядлым путешественником. Мне кажется, когда в моей жизни появился серфинг, Мгм. все мои путешествия стали крутиться вокруг серфинга. Наверное, у меня достаточно ограниченный в этом плане фокус, все через эту призму. Но в целом классно, да, поездить по округе, подальше куда-нибудь. Мне нравится. А где ты серфишь чаще всего? В Индийском океане. Наверное, это самая простая с точки зрения логистики, соотношения цена, там, возможности покататься, да, потому что это все-таки это не горка, да, на которую ты приехал, там, окей, там у тебя есть понимание, что, возможно, выпадет свежий снег, и будет как бы круто покататься в свежем снегу, но в крайнем случае всегда можешь там кататься по трассам или поехать в парк, если ты еще что-то умеешь. А тут все-таки нет такого, поэтому ты ориентируешься на там более какие-то стабильные регионы. Ну, опять-таки, есть сезонность, да, то есть в один сезон можно поехать кататься там в Индонезию или там, Шри-Ланку, а там, не знаю, в другой сезон можно поехать на Атлантику, в Марокко, Португалию. Но это все равно так все связано с водой. Ну, связано, да. Все эти Ну, шапки. в воде классно, да. Вяжешь шапки в городе на Волге, катаешься где-то с океаном рядом, смотришь детство Одиссею Кусто. И воду пью еще. Да. И состою из воды. На 70%, если верить ученым. Да. Слушай, а вот одежда, рюкзаки, это уже просто появлялось потом как такой момент расширения бизнеса или тоже имеет какой-то там смысл концептуальный? Имеет в себе? смысл. У меня есть подруга, Мгм. Оля, и она дизайнер-конструктор на стыке. Вот. И, круто, можно. Оль, интересно. Вот так это получилось. Тоже через друзей, через комьюнити. Ну да. В общем, короче, нужно к тебе попасть в комьюнити, я так понимаю, если хочется что-то сделать в Кусто. Ну, то есть это... ладно, я немножко утрирую, но это было естественно, да, в том плане, то, что хочется что-то новое делать. Сейчас я опять надумаю. Давай. Просто фантазер это я. Но вот я, когда готовилась, изучала, смотрела сайт, я такая думала, может быть, есть какое-то представление вот такое, знаешь, человек бренда, да, лицо бренда Кусто. Вот он там носит такую шапку, носит такой рюкзак, носит такую худи, флисовку. Нет, это все не так. Нет, конечно же нет. Жизнь богаче и интереснее. Ну, то есть иногда ты идешь и видишь, просто на каком-то, на человека, который как бы ты никогда не пойдешь, что не представлял бы. И это как бы прикольнее. Да, Вот. особенно на дедушках каких-то. Да. Мой любимый. А есть какие-то еще планы? Вот что хотите добавить, какие вещи? Да, хочется расширять линейку одежды. Да и в шапках, на самом деле, много можно чего еще делать. Учимся. Тут балаклавы вы добавили. Балаклавы давно, на самом Капоры. деле. Да, это тоже. Капор действительно недавно, но балаклавы давно. Но в любом случае есть много всего интересного, что можно делать. И в шапках, и в одежде. Аксессуары тут было бы время. Хорошо. А вот в 2020 году вы делали Кусто Open. Совсем другой, отличающийся от вещей продукт. Можешь рассказать, что это такое было, как пришла идея? Не знаю, я много времени проводил вне Чебоксар, да. Ты не можешь вывести Чебоксары с собой, да, во весь, вот тот мир, который ты изучил вне Чебоксар, да, ты не можешь вывести Чебоксары, но ты можешь этот мир позвать в Чебоксары, вот. И идея была, да, позвать там моих друзей. То есть, во-первых, были Кирилл, которого мы уже упоминали, и Саша Васильев, да, это люди, которые очень давно... Профессионально, да, работают, наверное? Нет, не профессионально работают. И не хочется говорить, развивали скейтбординг, но двигали субкультуру. И развивали скейтбординг в Чебоксарах. Вот. И привозили как бы друзей, скейтеров, просто туры устраивали сюда. У Саши был скейт-шоп, Пакман, вот, они делали привозы сюда. То есть была уже, на самом деле, достаточно большая традиция привоза сюда различных скейтеров, и это просто, наверное, логическое какое-то, что продолжение, плюс, опять-таки, да, наш круг общения во многом, как бы мой личный круг общения, да, это скейтбординг, сноубординг, вот, и вот... Серферы, наверное. Да, есть парочка, да. Surfing never alone. Да. Вот, и идея была собрать что-то такое и как бы привести этот мир в Чебоксары. И все получилось очень круто, на самом деле. А сколько приехало ребят? Я думаю, что это в районе 150-200 человек. Я не считал, но по ощущениям примерно так. И вот какая-то программа, такая обкатка по городу. Да, что мы втроем ставили программу,
расписали дни, что мы будем делать. Мы раскидали дни на там географически, где мы будем находиться, да, и там продумали какие-то вечерние мероприятия и двигались по этой программе среди осенних сентябрьских туч. По-моему, это был сентябрь. Я не помню месяц конкретно, но это была уже такая начинающаяся хорошая осень. Вот. И многие, наверное, ребята впервые вообще оказались в Чебоксарах, мне кажется. Я думаю, да. Но что важно, на самом деле, не то, что многие оказались в Чебоксарах, а многие там ребята из Чебоксар посмотрели. И там же была идея, там, не знаю, города такие, там, Йошкар-Ола, Нижний, Казань. Ну, то есть оттуда приезжали ребята. То есть, ну, еще там и Тольятти тоже были. Ну, то есть идея не собрать Поволжье, да, вокруг. Те, кто может легко доехать на машине, челы, приезжайте, есть вот такая штука. Ну, собрать комьюнити какой-то, познакомить людей, то же самое да. Ну и просто оттопыриться. Но, несмотря на это, что Кустой делает там скейт-фестиваль, шапки продаются во многих скейт-магазинах там России, про мир я не знаю, вы не позиционируете себя как бренд для скейтеров? Ну, вообще странная штука бренд для скейтеров. Мне кажется, бренд для скейтеров — это подвески, колеса, деки, шкурки, винтики, страховка для скейтеров постарше. Вот, наверное, вот. А все остальное — это, ну, не так важно, на самом деле. И не вижу вообще никаких условностей. Ну, то есть зачем делать эти условности? Бренд для скейтеров, бренд для скутеристов, бренд, ну, не думаю, что это работает. Я просто чувствую себя так, что я накидываю какие-то условности, ограничиваю. На самом деле все вот надумываешь сам в своей голове. Ну, наверное, это не то, что надумываешь, ну, просто так легче воспринимать это, да, но нужно, наверное, важно, наверное, понимать, что не нужно фокусироваться на этом. Как бы не это важно. Ну, я же правильно понимаю, что, например, выйти там на многие российские рынки, там, столичные, там, Москва, Казань, Питер, помогли, в том числе и скейт-магазины? Нет. Нет? На самом деле, мне кажется, есть 2-3 скейт-шопа, которые по России, в которых мы продаемся. Вот. Все они в Чебоксарах. Один из них в Чебоксарах, да. Вот. Скорее люди, да, скейтеры, сноубордисты, 100%. Но не скейт-шопы. То есть это не дистрибьюция была. Как вы выстраивали ее? Мы развивали свою розницу. Тут, вот, наверное, момент, который вот, как бы вернулся к началу разговора про вот эти вот там составляющие развития соцсетей, там, интерес к локальным брендам и еще интернет-коммерция. Вот, развитие e-commerce сегмента в России — это же тоже очень бурный рост, вот, начиная с начала нулевых по сегодняшний день, и он, ну, как бы не заканчивается, да. Очень мощная IT-индустрия в России, да, которая одна из лучших в мире, она породила очень сильный e-commerce сектор, то есть и сильная конкуренция, и которая ведет к тому, что качество всего растет, начиная там продукта, заканчивая там сервиса, доставки и так далее. И мы выстраивали как бы свою розницу. То есть, наверное, один из принципиальных моментов для меня был это вот выстроить свою интернет-розницу. Потому что это и интереснее, и финансово это то, что как бы позволяет... Хоть я и говорю, что типа, это не про деньги, да, но все равно как бы ты ну, как бы ты не можешь все время вкладывать свои деньги, тебе хочется какой-то получать, да, чтобы потом их вкладывать. Вот. И вот розница давала эту возможность, вот, и основной фокус был на этом. То есть у нас есть, там, не знаю, оптовые продажи, да, это тоже очень важная часть, и сейчас тем более это очень важно. Но вот на начальном этапе появилась возможность, тебя заказали, ты пошел, отправил на почту вечером, или там в СДЭК, поболчал с барышнями на почте, отправил заказ, все. Но сейчас у вас примерно там соотношение оптовых продаж и вашей личной розницы какое? Если говорить о деньгах, это где-то 50/50. Ну, такой баланс, можно сказать. Ну, да. Хорошо, давай вернемся вот к этим кампейнам, к этим самым комьюнити. Так пошутил, что ты использовала своих друзей. Может быть, чуть поподробнее расскажешь, как вообще ваши съемки, вот эти идеи. Мне кажется, вот вы были раньше, чем Заволжье, которые тоже начали такие в лесах, вот эти всякие свои футболки, свитшоты показывать. Да. Думаю, это же тоже было так супер необычно, потому что... Окей, я понял вопрос. Сори, что я перебиваю. У меня был и есть друг Максим Гуртовой. Мы с ним любили ездить за Волгу. Ну вот просто из разряда поехали, покатаемся. И просто там гуляли часто. В году так в 13-м. Ну то есть вот из разряда можно пойти прогуляться по городу, да, зайти в кафе или там, не знаю, в музей. А мы поехали. Опять-таки это было, ну, естественно, то, что мы там много времени проводим, и мы знаем там красивые места. Давайте посмотрим на них. Давайте их покажем там в наших каталогах. Наверное, такая прям первая большая фотосессия, если не брать вот первый лукбук, который мы отсняли. Мне очень нравится участок на набережной, только не в начале, а вот где Роланд, вот это вот речной порт, вот это все, ну,
новая часть, да. Ну, то есть я имею в виду новое в том плане, то, что вот когда вот его перестроили, вот как он устаканился. Вообще, это любимое место в городе, и я там часто там гуляю, гуляю, вот. И как-то ноябрь такой же тяжелый, свинцовые тучи висят, и я смотрю, стоит, типа, ну, на причале корабль, и я такой, блин, интересно, было бы круто на нем прокатиться и там шапки поснимать. Вот. И, я такой, пойду спрошу, можно ли так? Там так, может, вообще без проблем. Столько-то стоит. Погнали. И просто через, там, не знаю, 3 часа все собрались, и мы там час покатались, пофотографировали. Возвращаясь к эксплуатации. Да, вот я эксплуатировал друзей в качестве моделей, друзей в качестве фотографов. Но это было естественно в том плане, то, что как бы мы не сильно меняли, там, не знаю, наши привычки. То есть Максим, он классный фотограф, и он причем красивый женский фотограф в первую очередь. И ему это тоже было интересно, и это было естественное продолжение нашего общения. Вот. Не знаю, и в какой-то момент я ловил себя на мысли о том, то, что мое общение строится с друзьями, ну, как бы в какой-то момент оно как бы становится вокруг работы, или работа уже становится общением. Вот какая-то грань теряется. Я думал, что это странно, а потом подумал, ну, блин, все равно это классно. Ну, это, например, мне сейчас очень интересный вопрос, потому что, условно, есть там такой, как это называют в СМИ, ренессанс чувашской культуры, там есть люди, которые что-то делают там про чувашскую культуру, и, там, я записываю подкаст, там кто-то еще снимает, и, например, там мне девочка-художница нарисовала заставку для подкаста очень красивую, бесплатно. Другая девочка там смонтировала ролик, тоже как бы бесплатно. Третью я позвала там поснимать вечер, тоже бесплатно. Но в какой-то момент у меня есть это чувство какое-то, знаешь, что они же это делают, вот, и я все-таки хочу им как-то платить. Но из-за того, что это как бы друзья, ты не понимаешь, ну, как бы, ты не можешь много, как там, по рынку, да, заплатить, потому что у тебя нет этих бюджетов, это просто там твои деньги. Но как будто мало, ты тоже так боишься обидеть человека. И не ну, я про себя сейчас говорю, я не понимаю, как это выстроить так, чтобы и мне было комфортно внутри, и я не чувствовала, что я юзаю людей, потому что мне не хочется никого юзать, вот. Плюс в тот же момент, я думаю, они же сами предложили, им это как бы тоже было вот как-то в кайф, возможно. Вот как-то вот ты для себя выстраивал такие вот эти вот ощущения, понятия, или не задумывался об этом? Some of them want to be used by you. Если что. Я пришел к тому выводу, что если у тебя будет возможность потом их отблагодарить выше рынка, отблагодари их потом. Да. Пойми, люди же... Тут немножко такой эгоцентричный подход у тебя, ну, как бы вот здесь работает. Типа, они для меня... Они не для тебя это делают, они делают это для себя. Потому что, во-первых, они делают это, потому что они хотят что-то сделать, да, там, не знаю, реализоваться как, ну, например, я афиш как художник, да, там, как иллюстратор, плюс поддержать идею, которая им нравится, да. То есть я думаю, что то же самое было и с, ну, там, с моим окружением. Вот. В любом случае можно проговорить этот момент, напрямую спросить, сказать. Я всегда шутил на эту тему, и, ну, как будто бы мало кто понимал мою шутку, типа, ты вообще о чем ты говоришь? Ну, вот. Ну, то есть, может быть, я просто загоняюсь, а люди об этом даже не думают. Не исключено, да. А если говорить шире, то, ну, мы все друг другу чем-то помогаем, да, и если у тебя есть возможность благодарить, это круто. Помочь, это благодарить, ну, как угодно можно это назвать. Ну да, это же просто как какой-то, я не знаю, приятный тоже бонус, наверное, так. Хорошо. Какие у тебя любимые места в Чебоксарах? Вот помимо набережной есть еще какие-то? Да, мне очень нравится сквер на площади Республики Новой, который вот сделали, ну, относительно новый, да, с плитки вот это вот. Делал Мосхолдинг. Ну, такой, да, Пятачок дворик. небольшой, да. Не дворик, он открытый, с тополями. Вот этот хороший получился скверик. Я, в принципе, люблю вот эту проходку от Люксора до залива по Карл Маркс. Комбинат очень нравится, как район в целом. До сноса или вот сейчас тоже, когда снесли старые ХБК? Учитывая, что я не особо был на КБК, на территории, да, она всегда была закрыта для меня по большей части. Для меня это как бы не сильно отразилось на, ну, восприятии комбината. А ты оцениваешь город как такой, знаешь, потенциальную площадку для того, чтобы прокатиться на доске, или просто как приятное место? Нет такого чувства? Я вообще по-разному. Ну, то есть город я не оцениваю. Он просто как бы, ты просто знаешь, что здесь можно это, или там мне нравится просто там, пройти здесь условно. А на твой взгляд, окей, так сформулирую, насколько Чебоксары доступны для скейтеров? Вот так вот. Очень хорошо доступно. Есть 2 уклона, выбирай, по которому ты хочешь скатиться. Окей, но там не делают замечания, они как-то не гоняют? Да нет, слушай, я редко сейчас, наверное, катаюсь, чтобы прям вот иметь какую-то прям супер актуальную там картину, но в целом, мне кажется, нет.
достаточно спокойно относятся. Ну и, наверное, даже всегда спокойно относились. Даже когда я там начинал кататься, ну, особо не было никаких каких-то жестких ситуаций, супер жестких. А вот скидки в честь дня первого снега в Чебоксарах. Что это за акция, как вы ее придумали? Это история, опять-таки, с желанием как-то отметить Чебоксары на карте. Идея в рамках какой-то, ну, прям вот глобального масштаба определить, что вот в одном небольшом месте, небольшом городе пошел снег. Как бы было бы круто, если об этом все узнали. Идея вот с чего-то очень локального, маленького, ну, вот буквально вот пина на карте, да, то, что распространено, ну, как бы имеет глобальный эффект. Конечно, глобального эффекта это не имеет, но, тем не менее, как бы идея была такой. У нас очень редко бывают скидки по разным причинам, да. И это, наверное, единственная штука, которая, ну, мы позволяем себе. Это, наверное, это как бы в какой-то степени это противовес всяким черным пятницам. Вот. У нас белая пятница. Пушистая. Пушистая. И в Чебоксарах. Да. Но мне нравится идея, на самом деле. Это как раз-таки, что там шапки, условно, по всему миру, да, а раз там в каком-то месте, где их произвели. Да. Это как ты, если там визуализировать, нажимаешь на кнопочку, там, условно, шапки загораются. Ну, идея ровно в этом. Да, от чего-то такого прям маленького перейти к чему-то большому или наоборот, ну, кому как удобнее смотреть. А нет каких-то там необычных, там, ярких историй, например, косяков в начале? Я просто обожаю истории про косяки. Мне кажется, о них мало кто рассказывает, но они очень поучительно бывают. Конечно, были. Но они скорее были комичными. Из разряда там перепутать заказ и отправить там, не знаю, 300 шапок не тех людям, которые их очень ждут. Было много всяких интересных ситуаций там в общении. Человек писал, что за фигню вы мне продали, как это носить, а потом заказывают еще 2 таких, например. Ну, то есть вот такие моменты тоже были. Кстати, про обратную связь всегда интересно, что люди пишут. Вообще, ты, по-моему, вначале сам отвечал ВКонтакте всем, да? Как-то вел группу. Ну, да. До сих пор или уже есть? Нет, уже нет, конечно. Были какие-то интересные такие прям входящие сообщения с обратной связью по шапкам? Такие прям запоминающиеся. У нас очень классная комьюнити, и люди, которые, там, не знаю, покупают у нас, очень приятные. И у нас там каких-то прям совсем критических ситуаций, где там человек прям супер недоволен или не понимает, там, почему это происходит, таких, на самом деле, очень мало. Скорее, были очень трогательные моменты. Чувак написал, по-моему, это было году в 17-18, типа, я прилетел на Владивосток и вызываю такси, и таксист оказывается, типа, в шапке. Вот, и они присылают селфи. Ну, это прям, ну, классная история. Но вы отслеживаете как-то обратную связь, Конечно, не знаю, собираете, да. какие-то Конечно, выводы делаете? Да, разумеется. Да, вот один из важных моментов розницы, что ты эту обратную связь можешь быстро получить. То есть ты, не знаю, отправил, там, не знаю, продукцию, и там через неделю у тебя уже есть отзыв, с которым ты можешь что-то, ну, как бы, какие-то корректировки сделать. То есть ты не отгрузил там партию в магазин, пока она доехала в магазин, пока не продали. Ну, то есть вот в этом плане это круто. То есть такое более близкое взаимодействие с покупателями. А сколько сейчас примерно в команде Кусто человек, не считая швей, вот не считая вот производства в головном офисе? Почему не считая? И давай посчитаем их тоже. В районе 10. Всего. Такая маленькая команда. Мы плотно работаем. Очень камерная. А смотри, а нет такого чувства? Это я просто тоже вкладываю гипотезу, что вот как будто бы вы уже всю вашу аудиторию охватили. Такого чувства нет, но просто есть ощущение, что хочется делать что-то еще, ну, в плане разнообразить, да, расширять. Вот это да, это есть. И я думаю, что мы сфокусируемся на этом в ближайшее время. Какие есть планы? Ну, Ещё? есть. Скоро узнаете. Ничего не расскажете. Скоро узнаете, да. Давай тогда, может быть, поговорим не про Кусто, а про тебя. Давай. Ты маркетолог. А учился ты... Я учился в РГГУ, закончил бакалавриат по менеджменту, а магистратуру по маркетингу, да. Ну, то есть такое профильное образование. Я тот редкий пример, когда можно сказать, что да, по профессии. Я поступил на менеджмент, и где-то, наверное, курс со 2-го, с 3-го мне стало интересно изучать маркетинг, рекламу, то есть это как 99 франков, вся вот эта история, но как бы это быстро отшелушивается, ты понимаешь, что это, ну, не про это, да, там, если говорить прям про маркетинг, там, не знаю, из разряда Котлера, вот, и я уже потом пошел в магистратуру на маркетинг, вот, и плюс я еще работал к этому времени уже, Кирилл устроил меня на Skater.ru журналистом, журналистикой. Ты писал какие-то статьи на сайт? Это скорее были переводы, какие-то просто интервью я брал, а потом оттуда вот я уже ушел в маркетинг. Ну, получается, ты так прямо это все, так сказать, в жизни воплотил. Может быть, какие-то советы есть для тех, кто только хочет начать свое дело?
какие-то Ой, предостережения конечно, или есть. на Конечно, что им есть. обратить внимание? Слушай, наверное, главное, вот реально штука, которую я следил для себя, это нужно что-то делать Мгм. и вот пробовать. И независимо от того, там, дойдешь до того результата, куда ты хотел к этим прийти, или у тебя, может быть, вообще никакого как бы нет целеполагания, все равно куда-то с этим придешь. И любое твое движение, оно как-то, ну, будет какой-то эффект от этого. Не знаю, это работает в каком-то на уровне даже вот из разряда так, я, пожалуй, сегодня напишу описание какое-нибудь на сайт, да, к примеру, да, и хоп, тебе приходят заказы. Понятное дело, что это не взаимосвязано, но как-то вот эта вот цепочка, она срабатывает и подкрепляет, и потом тебя продолжает, ну, как бы мотивирует Мгм. действовать дальше. Вот. Много-много маленьких шагов. Ну, из разряда, да, конечно. Хорошо ли это, плохо, я не знаю, да, но было просто вот какое-то движение, что-то делать, и отсюда больше всего всегда получалось. И искренность, как будто бы, кажется. Ну, давай По назовем сегодняшнему это, разговору. давай назовем это искренностью. Ну, Или это спродюсированная искренность? я не знаю. Ну, ты говоришь, давай Я не назовем. Я знаю. сразу так вот интересуюсь. Ее не так легко отследить, но когда следишь, это прям впечатляет, насколько вау, прикольно. Насколько одно цепляет потом другое. А вы не собираетесь на маркетплейсы выходить или принципиально нет? Нет, это не то чтобы принципиальная позиция, это просто позиция из разряда «зачем?». То есть мы выстраивали свою систему Мгм. и логистики, и, там, и сервиса, да, то есть это та часть работы, которую мы сделали, и, по сути, та часть работы, за которую как бы marketplace Берет берет комиссию. свою комиссию, Мгм. да. И это и вопросы трафика тоже. Они нагоняют трафик и берут за это комиссию. И если у вас есть возможность без marketplace, то, конечно, лучше без marketplace в том плане то, что вы зависите от себя, а не от там третьей компании. То есть вы, есть покупатели. У вас нет посредника между вами. С маркетплейсом у вас появляется этот посредник, и который, на самом деле, диктует и вам, и покупателям свои правила. Но наверняка есть там, не знаю, сферы, в которых как бы, ну, невозможно, окей, Мгм. но если есть возможность, то лучше без. Но вот возвращаясь к маркетплейсам, наверное, стоит признать, что с точки зрения экономики они сделали, ну, большую вещь, то, что они очень много старых производств реанимировали Мгм. и создали возможность для появления новых производств. Ну, в целом, они соединили вот этот производственный сектор с покупателем через себя, минуя там и магазины и так далее. То есть где-то это действительно как бы упростило процесс, и это круто. Ну, как бы в масштабах, там, не знаю, индустрии, это, конечно, очень классно. И это приятно видеть то, что кому-то помогает, да, чуваки делают производство, и, ну, все это работает. Класс. А почему мне было важно, наверное, тебя на видео-подкаст позвать? Потому что, вот, например, открываешь страничку Кусто, ты часто в съемках снимаешься, я ассоциирую, что это ты, а мне кажется, многие, возможно, покупатели даже не ассоциируют, что вот это вот человек, который придумал шапки Кусто, здесь на фотографии изображен. Так, и А, что ты имеешь, и хочешь этим сказать? А я хочу сказать, что как-то принципиально вы не зовете каких-то знаменитых людей или не делаете из себя таких вот условных знаменитостей. Как знаешь, сейчас очень модно всем там, например, показывать, транслировать себя везде. Вот это я это сделала. Есть такое же мнение, что всем нужны амбассадоры, чтобы прям человек был от и до, весь во всем этом. Какое у вас отношение вообще к амбассадорству, к медийному амбассадорству? У вас же, по-моему, нету медийного, у вас все друзья как раз-таки ваши. И, может быть, если говорить, например, это я сейчас просто подумала про то, чтобы масштабировать Кусто в еще более узнаваемый бренд, нужно какое-то известное лицо. А нужно ли это делать? Вопрос. Не знаю. Ну, не уверен, что мне этого хочется. Мгм. Вот. А насчет амбассадоров, ну вот друзья, как вот друзья и амбассадоры есть. Ну да, просто они такие Не, ну среди... локальные. Ну, я бы поспорил, например, как бы если бы когда с Лешей Борисовым в горах, в Красной Поляне, то как бы ты понимаешь, что люди к нему подходят и просят там, ну, дети, йоу, давай сфотографируемся. Ну, они известны, видимо, в своих нишах, мне просто неизвестны. Ну, и мне кажется, вот это и классно. Зачем, ну, как бы... Попсоизировать. Ну, популяризировать, да, то есть, ну, как бы ты начинаешь условно, ну, поддерживать, да, вот такой вот термин возьмем. Не человека, который популярен, да, а человек, который тебе интересен, ну, или которого ты уважаешь за какие-то конкретные вещи, да, там, навыки, способности, неважно, да. Вот это важнее, чем все остальное. У людей дело. Ну, Как с девочкой, которая занимается морскими исследованиями. Это да, же прям да, очень хороший да, матч, да. мне кажется. Потрясающе. Да. То есть вот это, мне кажется, важнее, вот, и это приятнее. Ну, вот, если мы берем мои слова за искренность. Пишите в комментариях,
Ну, это круто, на самом деле это круто. Согласен полностью. Но это у тебя вот изнутри от твоего какого-то стержня и понимания жизни идет такая позиция? А я не знаю, кто бы мне ответил на этот вопрос. Не знаю. Но это просто то, как работает, я бы сказал. Мгм. То есть то, как работает внутри, вот. Или как стало работать, не знаю. Просто интересно следить, как это все там в соцсетях подается, потому что там тоже контент-маркетолог условно, и там тоже слежу за этим. И часто же как раз зовут вот каких-то блогеров, им что-то проплачивают, они с там такой наигранной улыбкой там «Это замечательная кружка». И ты не веришь, потому что через 3 дня у этого же человека будет уже не Другая кружка, кружка. да, а какой-нибудь бокал. А Ну, вот ваши герои, они вот в ну, этих шапках живут жизнь. Ну, наверное, так и есть, то, что такой путь, он... Это быстрая слава. Типа того, да. А все, что быстро происходит, быстро заканчивается. Мгм. И гораздо прикольнее отношения длиной в жизни иметь. Вот в этом рациональный подход и эмоциональный тоже подход. И это был какой-то интуитивный подход с самого начала. То есть было понимание, что это так работает. И Мгм. вот так старался, я старался так это и выстраивать. То есть не было какого-то там, типа, экспоненциального роста такого прям безумного, да, то есть... И прикольно, что я потом нашел подтверждение, на своей практике, да, в этом убедился, а потом еще и прочитал, мне одногруппник бывший посоветовал прочитать книжку от чувака, который создал Патагонию, Мгм. и он описывал то, что они в 90-х, вот через все эти экспоненты они прошли, и все это происходило чуть ли не с закрытием компании. Там, разумеется, это большие другие совершенно объемы. И они вот все эти экстремумы проходили, потом просто внутри компании они приняли решение, что нет, нам не нужны темпы роста 50% в год, нам не нужны новые рынки, открытие новых магазинов, плюс 25 в сезон. То есть они поняли, что нет, если мы хотим расти, и мы хотим строить компанию, которая будет жить дольше, чем будем жить мы, то нам нужен другой подход. И я нашел подтверждение в этих словах. Класс. А какие книжки, может быть, еще посоветуешь? Любимые или такие интересные? Не обязательно про маркетинг. Я подумаю, это надо подумать. Хорошо. Какие-то локальные еще бренды, локальных артистов вы поддерживаете? Или это тоже все друзья ваши? Про Дашу Кольдову, например, я спрашиваю. Даша друзья. Я не знаю, как Даша друзья. Это тоже подход комьюнити просто, человек из вашего комьюнити. Не делай вывод, что это критерий, он должен быть в комьюнити. Да нет, просто, комьюнити же живой организм тоже, да, то есть это растет, и круто, когда совпадает, но это не обязательное условие. Далеко нет. Просто, это комфортнее, это ты лучше понимаешь, не знаю. А про книжки я посоветовал бы «Добыча». Это Даниил Йерген. Это очень классная книжка. Она называется «Добыча. История борьбы за нефть, деньги и власть». Нон-фикшн, но читается как художественная книга. Она такая толстая, очень большая, но на одном дыхании. Не знаю, почему-то вспомнился Макс Фрай и «Хроники Эхо». Да, рекомендую. Почему бы нет? Кусто, он у меня ассоциируется всегда с Чебоксарами, с Волгой, с Заволжьем, с лесами, со скейтерами. Но супер интересно. Чебоксар же такой город национальный, получается, столица Чувашской республики, да. Живя здесь, вырастает, как ты чувствовал на себе, что это национальный регион, да, как это в твою жизнь проникало, и как-то ты, не знаю, с этим соприкасался. Есть ли в твоей жизни что-то такое, что чувашское? Наверное, когда я рос, я не чувствовал этого. И скорее, как мы с тобой уже говорили, да, было деление из разряда, городские, деревенские, да, то есть, мои родители переехали из деревни в город. То есть я уже родился в городе, да, то есть я, горожанин, да. Но шлейф какой-то разницы между чувашской культурой и русской культурой, в детстве ты его не осознаешь как именно культуру, да, это просто есть различия на уровне образа того, как ты проводишь лето, условно говоря. Кто-то ездит на море, а кто-то ездит в деревню, да, кто-то ездит или на дачу, например, как было в моем случае. Потому что я не очень много проводил времени в деревне, потому что бабушка с дедушкой жили с нами, с маминой стороны. И отношение к культуре было из разряда, как в школе, к чувашскому языку. То есть, что-то такое факультативное, да. Ты особо себя как-то не идентифицируешь никак с этим. Но, наверное, чем старше ты становишься, тем больше у тебя есть понимание, что это вау, это не знаю, дополнительное пространство в голове, что можно исследовать и развивать. И определенно это становится дополнительным таким
погаснул внутри тебя. Просто мне интересно, смотри, почему ты такой вот для меня человек мира, условно, там, серфишь где-то, ездишь, путешествуешь, да, и глобально видишь большой мир. Вот насколько в твоих путешествиях вообще есть, да, какое-то такое возвращение к Чувашии, к Чувашскому, насколько оно тебе У откликается? меня, наверное, нет возвращения к Чувашии, к Чувашскому, у меня есть возвращение в Чебоксары. Вот сюда, Вот. вот больше Город так. важен. Да, город. Но город — это тоже и Чувашская тоже, да. То Мгм. есть ты не можешь идти по городу и не отмечать, типа такой типаж чувашского лица, а это другой типаж чувашского лица. Ну, то есть ты видишь все равно Мгм. эти различия даже вот внутри как бы, Да, ты приезжаешь, и внутри люди, одного. вот, твои такие родные, Да, знакомые конечно, лица. Это конечно, да, есть, это да. безусловно есть. Это то, чего уже никогда не изменить. Мозг же уже сформировался, да, то есть, ну, Мгм. как бы там мозг эмоциональный склеить, ну, как угодно, да, все это можно назвать. Такое ощущение есть сильно, конечно. И Просто вот вы не, как сказать, мне кажется, чем для меня интересен Кусто, вам нормально использовать там песню той же Кольдовой «Нарспи», да, как саунд для да не вашего то, что видео. нормально, это типа супер круто. Да, ну то есть вы как-то вот подавая повестку там, глобальную, просто это используете как нормальный элемент без дискриминации, без выпячивания, а просто как классный продукт. Ну, конечно, мне кажется, ну, в этом же и смысл. Да. Ты не можешь выпячивать то, что, ну, как бы, ты можешь выпячивать, но это, опять-таки, это время это все унесет. А если это действительно классная штука, которая классно сделана, да, то она останется. Независимо от в каком там контексте. То есть, ну, тут с Дашей, как бы тут ровно такая история. Получилась очень классная песня. Она совпала вот по выходу с монтажом отчета с Кусто Open. Ну, это вообще даже не вопрос был. Для тех, кто не понимает, о чем мы говорим, есть на Ютубе ролик вот как раз с Феста, и он просто под Нарспи, под трек очень классно смонтирован. Посмотрите, там еще Чебоксары, мать-покровительница на бэке. Ну, мы же с тобой говорили, да, что чувашская культура — это же и как бы бытовая культура тоже Да. во многом, да. Есть там атрибуция, да, атрибутика, а есть культура. Ну, именно вот такая вот... Как режут хлеб, как зовут к столу. Ну, условно, да, да. Вчера мама спросила, как будет «доброе утро» по-чувашски, «рыщ». И я понимаю, что так, наверное, не говорят. Я говорю, ну, вы же не говорите там «доброе утро». Ну, типа, то есть в Я чувашском... сегодня сторис, когда ехала сюда, написала «ира-ир». Ой, да, «иры-ир», да, Да. не «ища», «иры-ир». В чувашском языке нет как бы привычки Да, так говорить «доброе утро», говорят да. «салам». Ну, Да, да. То есть вот это вот на уровне таких вещей. Согласна. Таких моментов, кстати, много, где там тебя спрашивают друзья там, из других городов, как у вас это переводится, а ты такой переводишь, но дословно, потому что прям такого Мгм. понятия Ну, нет. нет, Ты да, да. такого около И объясняешь. наоборот, да, тут есть талават понятие в чувашском, которое как бы на русский сложно перевести. Мне так понравилось твое вот это замечание, во-первых, про то, что чтобы это было долго, нужно, чтобы это было качественно и постепенно. Вот. И когда ты там про чувашскую культуру то же самое сказал, мне кажется, да, давайте пожелаем друг другу, чтобы у нас все было искренне, в долгоиграющую, качественно, постепенно. Давайте, Да. я за. Спасибо, Коля, что пришел. Спасибо, что позвали. За искренние ответы, я думаю. Мы узнаем степень Да. искренности. Из комментариев. Пишите комментарии. Делитесь ссылкой на видео. Помогайте нам его продвигать. Подписывайтесь на телеграм-канал Антокола. Смотрите нас везде. Слушайте на всех площадках. И до скорых встреч. Теплень телеполучень, как говорится. Все. Супер. Спасибо. Антокола.